Замир Тургумбаевич, к трибуне пройдите. Сейчас на вопросы будете отвечать. И если вы не сможете, тогда Нурбек будет дополнять, наверное, да? Макин Садвалевич, у вас есть вопросы к заявителям? Нет. Максат Улу, Розбек Улу Максат. Нет, Ваша честь. Уважаемый судья, есть вопрос? Пожалуйста, имя задачи. Вот я сейчас не затрагиваю вот это словосочетание «иные обстоятельства», обратите внимание на вот эти три условия, которые нужное задержание. Вот вы как бы их преподнесли в таком виде, как бы, что это, в общем-то, является таким формальным основанием для задержания любого гражданина. А скажите, если, скажем, вот эти обстоятельства не будут иметь такого формального характера, на самом деле человек, скажем, ну, скрывает свою личность, не потому что он паспорт потерял, а потому что не хочет, чтобы в данном случае, в данный момент органам правопорядка стала известна его личность по разным обстоятельствам. Скажем, когда это не носит формального характера, о которых вы говорили. Ведь разные ситуации бывают. Гражданин скрывает свою личность. И все, да? По разным обстоятельствам. Я вообще имею в виду по всем трем, да? Когда они не носят формального характера, о которых вы говорите. Там формально человек постоянного места жительства не имеет. Живет на квартире. То есть считается, что он имеет временное место жительства. Вы считаете, что этого органам правопорядка достаточно? Вы считаете, что органы правопорядка не будут как бы иметь каких-то других возможностей для установления постоянного его места жительства, не будут искать каких-то других источников информации? Да? Вот скажем, что эти обстоятельства наступили не формально, а на самом деле. Пусть ответит. Ага. Мне он просто вопросы я. Спасибо, Ваша честь. Учитывая практику правоохранительных органов, когда нужен результат в раскрытии преступления, сотрудники милиции могут, я на практике сталкиваюсь, они могут не затрудниться, чтобы установить его постоянное место жительства, установив только лишь обстоятельства о том, что у него формально нету постоянного места жительства, могут задерживать. Вы не поняли моего вопроса, поэтому я пытался как-то уточнить его, да? Я имею в виду, здесь тоже сидят люди с большим практическим опытом, в том числе в работе органов правопорядка. Я хочу сказать, что вот эти обстоятельства, если в случае они не будут иметь такого формального характера, что они имеют место, что он действительно человек пытался сбежать с места преступления, да, то есть совершал попытку к побегу. При этом личность его не установлена, неизвестно, что за человек, откуда возник здесь. Да. И, то есть я говорю о том, что именно эти обстоятельства, и вот здесь с учетом того, что совершено тяжкое преступление, интересы потерпевших, интересы общества, с этой точки зрения вы ответьте. Спасибо, Ваша честь. Вообще наличие вот этих обстоятельств возможно или невозможно? С вашей наличие возможно, это однозначно. Но только наличие этих обстоятельств фактически, я считаю, что не дает основания, чтобы лишать человека свободы по подозрению в совершении преступления. Потому что только лишь то, что его личность не установлена, это, с моей точки зрения, не может служить основанием. Если вместе с неустановлением личностью имеются другие сопутствующие обстоятельства, которые свидетельствуют, что он совершал преступление, вот тогда может быть задержание, я так считаю. Здесь хотел бы отметить, что во многих европейских странах имеется такая процедура, когда суд, прежде чем арестовать человека, полиция идет в суд и убеждает суд в том, что есть обстоятельства, основания для его задержания, и если судья решит и даст ордер для его задержания, исследовав конкретные обстоятельства, то его задерживают. Вы знаете, я прошу прощения. Давайте мы просто конкретизируем. Вы не путайте две вещи. Есть понятие задержания и есть мера пресечения в виде заключения под стражу.
У вас сейчас идет смешение двух понятий. Поэтому, когда вопрос задается относительно трех оснований, которые приведены в части 2 статьи 94, которые вы говорите, что не противоречит Конституции, то мой коллега задает вопрос. Можно ли рассматривать его только в качестве формальных оснований? Либо имеются явные фактические обстоятельства, которые позволяют человека задержать? Подозреваемого в совершении преступления. Я как раз хотел добавить, чтобы привести его в суд, он должен быть в наличии, да? Скажем, элементарный пример, если человек является гражданином Казахстана, который через речку перешел, да, и пытается этот факт вообще укрыть, да, и здесь что-то успел совершить. Как раз об этом речь идет, чтобы вы не путали, во-первых, как арест, как меру пресечения по судебному решению, да, и факт задержания до 48 часов. Вот о чем идет. Ваша честь, уважаемый суд, я хочу отметить, что я не путаю, я именно о задержании говорю. В зарубежных странах практикуется, когда именно задержание, не заключение под стражу, а задержание по двум процедурам проводится. Первая процедура, когда до задержания полиция идет в суд и говорит, его личность не установлена, еще имеются такие обстоятельства, поэтому мы хотим его задержать. Потому что считаем, что эти обстоятельства свидетельствуют, что он совершил преступление. И суд, прежде чем дать возможность органам правопорядка лишать на время, то есть задержание же это фактически лишение свободы на 48 часов, лишать на 48 часов права свободы, суд анализирует, если посчитает, что есть основания, дает разрешение, ордер. Есть вторая процедура, когда на месте совершения преступления без получения ордера полиция задерживает. И я считаю, что если допустить в законодательстве, кроме вот этих конкретных трех обстоятельств, иные данные, то нужно ввести подобную процедуру, чтобы судья оценивал в каждом случае конкретном, насколько это обоснованно, насколько эти случаи, какие-то доказательства могут послужить основанием для его задержания. Вы знаете, чтобы его привести в суд, он должен быть задержан. Вы не можете человеку, или вы хотите, чтобы тот же сотрудник органа правопорядка предложил ему пройти в суд, да? Ваша честь. Или каким образом? Вообще, подождите, я хочу просто вопрос, чтобы мы не уходили в подобные дискуссии. Скажите, пожалуйста, то есть вы хотите сказать, что ни при каких обстоятельствах вот эти условия, которые прописаны во второй части оспариваемой нормы, я не имею в виду в данном случае иные обстоятельства, а именно конкретные три, ни при каких обстоятельствах они не могут, скажем, быть, скажем, основанием для задержания, да? Вы так считаете? Я считаю, что государство должно настолько серьезно относиться к праву человека на свободу, что только из-за того, что наличествует три вот этих обстоятельства, нет постоянного места жительства, его личность не установлена, и он совершил попытку к побегу, без совокупных других обстоятельств не задерживали. Нет, как раз мы говорим о том, что есть другие обстоятельства, да, и все они в совокупности, именно в совокупности, да. Вы вообще допускаете это или не допускаете? Я допускаю только в том случае, если все это оценивается судом, и суд дает ордер на... Понятно. Его правовая позиция понятна, Эмиль Джалдович. Дело в том, что если даже человек, не установлена личность человека, суд, какие документы пойдут? Кого задержать? Если вы говорите в судебном порядке, надо же немножко логически тоже размышлять. Не надо отвечать, это всего лишь комментарий был. Пожалуйста, судья, есть вопрос еще? Можно по поводу этого вопроса тоже? Дополнение есть. По поводу, поскольку я тоже долго... Микрофон включить, с места отвечать. Мы хорошо понимаем, что действительно могут возникнуть вот эти три случая, да, предусмотренные, перечисленные во второй части этой статьи. И в том-то и логика, что логика советской редакции
она как раз таки вот эти, хотя бы она, вот эти иные основания, какие-то, я не знаю какие, да, но там это плод творческого воображения, она хотя бы привязывала к этим трем, да, то есть эти три, они не имели самостоятельного звучания. В том-то и дело, что сейчас она приобрела совершенно самостоятельное звучание. То есть вот эти три, и я опять-таки предлагаю, смотрите, значит, когда, допустим, совершила попытку к побегу, да, действительно бежит, и да, и у них уже появляется такое убеждение, да, что бежит, а может быть он человек, который укрывается от алиментов. Алиментами тоже занимаются правоохранительные органы, тоже милиция занимается, да? У него, может быть, на душе лежит какой-то грех, алименты. Еще какой-то мелкий грех лежит. И тут милиция, не знаю, укрывается от призыва. А тут оперативники убойного отдела, да? Оказывается, да, по стечению обстоятельств. И он бежит, действительно. И очень часто. И это не просто фантасмагорический случай, это сплошь и рядом случается. И в результате человек, потому что он сбежал, потому что это были оперативники убойного отдела, да, он оказывается, да, в такой ситуации. Хорошо, да. И я хочу сказать, что, понимаете, мы не должны говорить, я считаю, что судья не должен говорить, а если, а вдруг это действительно. Потому что судья должен судить только по тем фактам, которые уже прошли тест на допустимость. Он не должен думать о заботах. Это же состязательный процесс. Да, я понимаю, в каких-то случаях возможно, что какие-то преступники в результате, да, действительно он сбежит, да, нет материальных других доказательств, действительно он сбежит, да, но это такие ситуации, наоборот, будут стимулировать правоохранительные органы к более самоотверженной, к более компетентной, к более профессиональной работе. У них достаточно возможностей для того, чтобы не опираться только на вот эти три основания. У них достаточно возможностей для того, чтобы предоставить и три основания, которые предоставлены в части 1 этой статьи. И только в этой состязательности и будет взращиваться какая-то законность. И я считаю, что суд, тем более Конституционный суд, не должен говорить, а если вдруг, он на самом деле и так далее. Ну, это мое мнение, да. Хорошо, ясно ваше мнение. Чунар Скудбек, у вас вопрос есть? У меня один вопрос. Замирбек Тургумбаевич и, может быть, у Нурбека Акбаровича, были ли у вас в практике такие дела, где вы предоставляли юридическую помощь задержанному лицу по иным основаниям, и эти иные основания не охватывали эти три обстоятельства, которые указаны в части 2? Да, Ваша честь, спасибо за вопрос. Недавно на практике у меня был такой случай, когда мой подзащитный был задержан по причине того, что в ходе следственно-оперативных действий оперативники установили вместе со следователем, что на телефон моего подзащитного была вставлена сим-карта подозреваемого, конкретного подозреваемого. Только из-за этого они заподозрили его в соучастии и задержали на 48 часов. То есть вы хотите сказать по иным данным, да? По иным. Вот это именно то, что симка была вставлена в его телефон, они подвели к иным данным. Мой следующий вопрос. Он отсидел в ВВС 48 часов, да? Дальше какие были действия? Дальше, отвели его в суд, чтобы проверить законность задержания и решить вопрос заключения под стражу. Потому что, когда его уже привели в РОВД, по его словам, его избивали, чтобы он признался, но это его слова. Потом пригласили потерпевшую. Она прямо указала, что он тоже совершал вместе с другим подозреваемым. Ну хорошо, здесь уже есть вот это конкретное обстоятельство, когда потерпевший указывает. Но то, что положил сим-карту подозреваемый в телефон моего подзащитного, это же еще недостаточное основание, я считаю, чтобы его задерживать. Если бы у нас была процедура, когда суд проверяет вот это обстоятельство, то есть оценивает, тогда уже другой исход был бы, считаю. Хорошо, есть еще вопрос, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, если у вас такая практика есть, всегда ли суд, когда приводит его задержанного в суд, проверяет законность задержания? Всегда, да. И в своем процессуальном акте указывает, законно или незаконно, да? Да, Ваша честь. Спасибо. Дядя Игорь Иванович,
У меня вопрос Задавайте. к Нурбеку Акбаровичу. Вот вы в своем выступлении в основном акцентируете свое внимание вот на так называемые редакторские правки, выражающиеся в словосочетании «а также», да? Да. Вот по вашему мнению здесь основная проблема кроется именно в соблюдении, несоблюдении требований законодательной техники. И если, по-вашему, убрать вот это словосочетание «а также», все встанет на свои места? Нет. Я это привел для того, чтобы сказать, что даже в советской редакции была логика. То есть связывали вот эти три случая, иные основания с конкретными вот этими тремя случаями, да? Но в своих возражениях Замир Диошев, я его тоже поддерживаю, говорит о том, что сам факт задержания только по основаниям того, что лицо не имеет постоянного места жительства, не установлена личность, совершил побег в бегу, это тоже нарушение права на свободу и личной неприкосновенности. Пожалуйста, есть еще вопрос? Нет? Присаживайтесь.